Дальше, если направо посмотрите, вот на том светофоре идет улица Андреша. Под вот этой вот улицей Андреша самое первое и древнее метро в Европе. Не в Восточной Европе, а вообще в Европе. В следующий раз, когда у вас будет время, в Будапеште, прокатитесь обязательно. Это очень такие маленькие вагончики, только оплатите, потом прокомпостируйте и не катайтесь с Моноспаевым Азаматом. Будапешт, по истории вы знаете, то, что здесь протекает река Дунай. И эта река делит город на два. То есть на будайскую сторону и на пештскую сторону. Сейчас мы с вами... Гостиница Софитель, да. Мы там не были, да? В следующий раз будем сказать. Говорят, эти львы оживают. Вон рыбацкий бастион. Чуть дальше, вот слева, вот где видите, как замки, там вот эти вот купола. Это рыбацкий бастион. Одна из достопримечательностей этого города. Да, там тоже есть очень старый фуникулер. И в Будапеште очень, не очень много, 9, да, по-моему, мостов? 9,5, говорит Яси. Загадайте желание. И кричите «загадайте желание». Загадали желание, кричали. Парламент. Если направо повернете, вон с правой стороны, позади остается парламент, вот этот купол. Да, короче, гид здесь всех научил, кто уже ездит. Обычно говорят, когда через вот этот туннель проезжаешь, надо задерживать дыхание, сбывается там какое-то желание, и Йоси максимально тихо будет ехать, чтобы все уснули. Итак, раз, два. Можете задерживать дыхание. Я не знаю, сбудется оно или нет, но Йоси точно вас упакует сейчас. Все дыхание открыли. Тунель настанет перетаса за. Вот через мост, через туннель, вот эта сторона, теперь она будайская как раз. Из чего возникает имя города Буда и Пешт. Вот это теперь мы на стороне с Пешта выехали на будайскую сторону. Это больше такой, да, какая-то административная сторона города. Насколько мне не изменяет память, почему у них улочки такие, я здесь слышу просто то, что улочки маленькие. Улочки, то, что такие маленькие, вообще в Европе, в частности в Венгрии, они вот эти вот
как бы достопримечательность, народное достояние, старые здания, их не трогают и просто их реставрируют. Поэтому, как в наших с вами странах, то есть дороги каждый год не расширяются, ничего с ними не происходит, они просто поддерживают вот это вот то, что у них есть. А есть еще у них в городе некоторые улицы, которые выложены камнями, еще там с давних веков, то есть там не асфальт, а вот эти вот как бы плиточные камни еще с тех времен. Так, еще одна такая маленькая информация. Сейчас